Как я полагаю, мы уже начинаем. Добрый день, уважаемые подписчики. Я Андрей Данилов, политолог. Мы сегодня на студии с этой стороны, Красный Коннект. И я вас приветствую. Сегодня мы немножко поговорим о итогах выборов. Затронем также тему политических репрессий. Точнее, вряд ли это можно назвать репрессиями в полной мере. Просто преследование. Вот, я бы склонялся к этому. Это мое вот такое субъективное личное мнение. Естественно, вы можете с ним соглашаться и не соглашаться, писать в комментариях свое мнение. А если вы хотите постоянно за нами смотреть, подписывайтесь, пожалуйста, на нашу студию Красный Коннект, ставьте лайки, дизлайки. Так, с чего бы начать? Якутия, как всегда, показала очень сильный электоральный протест. Даже то малое количество, явившееся на избирательные участки, пришедшие на выборы люди, показали то, что даже если их будут сгонять, даже если их будут заставлять, даже если их будут привозить на чертовых автобусах и на автомобилях, делать поименные списки, власть их не сломает никаким образом. И за это я хочу сказать своим землякам, жителям Республики Саха-Якутия, большое спасибо. Сахам Сириналахтах Торгарулахан Махтал. Бәріт мнение лахавекет. Бәріт туспа турорсангы колостатыгы. Он уплавно. Вот, что я хочу сказать. Якутия, как всегда, сделала то, что от нее и ожидали все эксперты, которые действительно шарят. Те, кто не шарят, пытались там говорить, что вот коммунисты, как всегда, в WhatsApp'ах пытались устраивать контрпропаганду, вытаскивая, придумывая даже всякую несусветную дичь. Примером простым я хочу вам рассказать о том, что о Викторе Губареве сказали, что он паркует свой черный джип Land Cruiser 200, хорошо, что не 300, на улице Черяева. Даже такие вот вбросы были. Прямо на тротуаре. Для справки скажу. Вы можете посмотреть отчет по выборам, какая собственность есть у Виктора Николаевича, и у него нет черного джипа Land Cruiser 200, и проживает он вовсе не на Черяево. Далее. Касательно явки на выборах. Что можно сказать? На самом деле, очень плохо, что люди не ходят на выборы. Тем самым они дают возможность, люфт для того самого момента фальсификаций. Если вы приходите на участок и голосуете лично, предъявляете паспорт, а к паспорту предъявляете, соответственно, человека, вас видит комиссия, вы видите, что они творят, чем они занимаются там, сидя у себя на участке. То есть вы осуществляете свой гражданский долг, свое право, прежде всего. У вас есть право голосовать, за которое люди проливали кровь, делали революцию и умирали на баррикадах, начиная с момента французской революции. А для появления парламента исторически, если мы посмотрим, сколько королевских голов даже слетело, и сама буржуазия боролась за создание парламента. Но другое дело, когда в общественно-экономической формации капитализма буржуазия сама уже становится тормозом развития общественных отношений и производственных, соответственно. И на сегодня мы наблюдаем, что люди перестали ходить на выборы и стали как можно более апатичными. Но нельзя этому поддаваться. Даже во многих религиях апатия – это грех. Надо приходить на выборы и голосовать всегда. Ни в коем случае не портить бюллетени. Испорченный бюллетень идет в пользу того, кто считает голоса. Испорченный бюллетень идет в пользу того, кто больше всего набрал голосов. А мы-то с вами знаем, что дистанционное электронное голосование, которое испробовали, ввели, так сказать, в некоторых регионах на этих выборах в Государственную Думу 8-го созыва, там люди приходят и поголовно голосуют за одну и ту же партию, так называемую партию власти, чье название начинается на 2 буквы и с 2 слов. ЕР. Единая Россия, за которую мы призывали не голосовать. И большое спасибо, что вы не проголосовали за них.
Но чудесным образом, когда человек сидит за экраном компьютера, не приходит по факту голосовать на место для голосования, на избирательный участок, эта партия чудесным образом побеждает электронно. Как вы думаете, это действительно голосовал человек? За ним кто-то стоял, с ним кто-то рядом стоял. Может, его заставили проголосовать, сидя дома. Просто кинули ему на карту какую-нибудь сумму. Это мое предположение, сугубо предположение. Кинули ему на карту денежку, попросили: сфотографируй, сделай. Это же какой масштаб для фальсификаций. Люди в других странах получают даже отметку ультрафиолетовыми чернилами, печатями. Дается специальная бирка, чтобы не подделывали голосование. А у нас, сидя, как будто заказать пиццу можно проголосовать за судьбу страны на целых 5 лет. Не зря коммунисты выступают против этого электронного голосования. И если мы посмотрим на те избирательные участки, где не было электронного голосования, против которого Компартия выступает, и многие общественно-политические силы, мы увидим, что конкретно на этих участках партия «Единая Россия» не побеждала. Ни в коем разе. Но если мы возьмем результаты электронного голосования на тех же самых участках, вы увидите, что там по электронному голосованию они опережают. Так же, как и они опережают на закрытых участках. На закрытых участках, куда не пустили наблюдателей и членов комиссии от политических сил, не связанных с «Единой Россией». Например, у нас в Якутии, в Нерюнгри, одна шахта, так сказать, одна артель, забой, как правильно сказать, один избирательный участок такого типа закрытый, сославшись на ковидные ограничения, почти в полном составе проголосовал за партию «Единая Россия». И что мы видим? И 6 человек там проголосовало, по-моему, за КПРФ. Вот. Там не было ни одного наблюдателя, там не было ни одного представителя оппозиционных сил, ни одного представителя сил, которые могли бы остановить. Ковид и электронное голосование очень удобно для власть имущих. А все почему? Потому что полностью исключает контроль. Почему мы не позволяем в таком случае электронно, обратите внимание, сдавать экзамен? Почему я должен идти в школу автомобилистов, сидеть со мной будет рядом, так сказать, учитель, инструктор. Потом я должен буду явиться в государственную автоинспекцию, где будут сидеть такие же люди, как и я, и за нами будет наблюдать сотрудник госавтоинспекции для того, чтобы мы сдали, так сказать, экзамен соответственно. А после этого еще и проехались по городу или перед этим. И тоже сдали экзамен. Почему? Я не могу это сделать электронно. Почему? Я не могу просто сесть за руль GTA какой-нибудь части и проехать по городу, а? Закономерный вопрос. Какой масштаб фальсификаций был в этот раз? И почему многие не признают итоги этих выборов? Идем дальше. Касательно, опять же, нашей с вами республики. От нас прошло якобы 5 депутатов. Среди них в том числе Сарданов, Ксентьев, ее почему-то и Григорьев. Их почему-то от «Справедливой России», которые приписывают к нам. Но по факту от нас, выходит, прошли Данчикова, Амосов и... Вячеслав Сергеевич, подскажи. Амосов и Тумусов. Да. Вот трое, которые баллотировались по нашему конкретному округу и учитывая даже региональные группы. И при всем при этом многие пишут о том, что вот коммунисты, зазря надо было за них голосовать. Глупости, товарищи. Если бы вы проголосовали за «Единую Россию» только, прошли бы только они. И как всегда голосовали за законы, которые принимаются против народа. За пенсионную реформу, за очередные поборы в виде налогов, за очередные вещи, от которых волосы встают дыбом. На сегодня штрафы. На сегодня, черт подери, этот пресловутый закон о том, что нельзя птицу содержать на приусадебном участке. Да люди уже сами давным-давно
не могут себе позволить, например, в деревне купить свежие яйца. В Якутии сколько птицефабрик крупных? Например, вот в городе Якутске. Якутская птицефабрика, Нерюнгринская. К нам привозят Белореченскую фабрику яиц. И что? Где деревенским брать те же самые яйца, если не содержать на своем ИЖСном участке треклятых куриц, гусей и уток? Скажите мне, где логика в этом? Верховный суд признает. И вот за такую власть, к сожалению, проголосовали роботы или боты, которые находятся онлайн. В то время как Якутия показала всей стране, показала, что можно бить Единую Россию на ее поле в национальной республике, в то время как в других национальных республиках 99,9, ну или другие, так сказать, более крупные результаты у партии с двумя буквами ЕР. Так, и что еще хочется сказать? От коммунистов на самом деле прошел человек. Это Сергей Георгиевич Левченко. Это опытнейший управленец, коммунист, лидер регионального нашего списка, который был у нас, в отличие от лидеров списка Единой России. К нам что, приезжал Денис Проценко? Нет. Но к нам из другого региона приезжал Сергей Георгиевич Левченко, узнавал, как ситуация, держал руку на пульсе. К нам приезжал Шойгу? Ни в коем случае. К нам еще, может быть, кто-нибудь приезжал? Может быть, Сергей Миронов или Владимир Вольфович Жириновский? Нет. А все почему? А все потому, что мы им, на мой взгляд, не нужны. Никто из них к нам не едет. В то время как коммунисты все время, периодически приезжают сюда и работают с нами. Прошлый депутат, который у нас был, Поздняков, он постоянно к нам приезжал. На любое наше мероприятие, вот недавно прошедший первый секретарь комсомола Владимир Исаков приезжал к нам на конференцию, тоже вникал в наши проблемы, помогает, постоянно держит руку на пульсе. И Сергей Георгиевич, я уверен, он будет приезжать. И мы, скорее всего, с ним устроим, может быть, стрим, может быть, какое-нибудь, скажем, онлайн-общение по поводу проблем в республике. И Виктор Николаевич с ним проведет нормальную беседу. И еще раз большое спасибо, что вы оказали нам колоссальную поддержку. Петр Револьдович Амосов, сколько грязи на него вылили во время этих выборов. Якобы там он неправильно сказал или что-то неправильно там сделал. Но народ показал и оказал свое доверие человеку. И что ж, мы будем с него, как коммунисты, его товарищи, требовать. Это большая нагрузка. И вы, как его избиратели, должны с него требовать в первую очередь. И с его помощников. Например, с Винокуровой Алины Романовны. Очень даже опытной женщины, во-первых, что сейчас в тренде пускать женщин, молодых девушек в политику. Она, между прочим, несмотря на то, что довольно молода, она и успела побывать еще и депутатом Государственного собрания Алтумен. Поэтому у коммунистов есть крепкая команда. И то, что пишут в соцсетях некоторые, понимаешь ли, люди, ответственные за то, что происходит сейчас в республике, о том, что вот, не смогли добиться, не смогли протащить. Пожалуйста, посмотрите, у нас есть команда, и эти люди будут работать, я уверен. И до них вы дозвонитесь прежде всего. И до Виктора Николаевича, который будет также продолжать свою работу в Государственном собрании ЕУТУМЭ в качестве заместителя председателя. Поэтому у коммунистов есть крепкая команда, которая будет защищать итоги выборов, будет оправдывать оказанное вам доверие. Вами доверие. Что еще я хочу сказать по итогам досрочного дистанционного электронного голосования? Наших товарищей сейчас в Москве преследуют. Я просто хочу провести некие исторические аналогии с одним австрийским художником, который в 30-е годы пришел к власти. И первое, что он начал, это репрессии коммунистов. А все почему? Потому что капитал понимает, что люди все равно голосуют. Вы помните, как шло голосование с Дальнего Востока, как объявляли итоги? И как они всполошились в Москве, когда у КПРФ были отличные результаты и по экзит-полам, и по первым итогам с избирательных участков. У них была настоящая паника.
этот режим боится идей социальной справедливости, боится идей равенства, братства и свободы. Нас поддержали широкая коалиция, умное голосование в том числе поддерживало наших кандидатов. Нас поддерживали платошкинцы, нас поддерживали женское движение всероссийское, Надежда России и остальные организации. В целом нужно отменять дистанционное голосование. И нужно прекратить преследование наших московских товарищей, которые мирно собрались на встречу с депутатами Государственной Думы. Вы создаете, уважаемые власти, очень плохой прецедент, когда не позволяете людям встречаться и душите даже ту иллюзию демократии, которую создали сами же. Это очень плохой и тревожный симптом. Видимо, у власти есть противоречия внутри себя, не с оппозиционными силами, а именно внутри себя, в ходе которых они очень сильно боятся потерять ту же самую власть в стране. Перейдем от итогов выборов к очень интересному проекту, который в период выборов сказал Шойгу. 3-5 городов высказал именно на одном таком большом мероприятии. 3-5 городов в Сибири, в Дальнем Востоке с населением от 300 тысяч, по-моему, до миллиона. Это вот подхватил в парламентской газете и госсоветник 3 класса Ильниченко, по-моему, вот статью вчера прочитал буквально, где говорится о идеологии имперскости в России. О идеологии того, что у нас Россия должна развиваться как империя, что мы должны объединиться вокруг некой идеи имперскости, величия, отгородиться от Запада, отгородиться от остальных стран, и что мы должны создать новые города и жить этим проектом, наподобие великих проектов прошлого. Товарищи, вы должны прекрасно понимать, в Сибири на сегодняшний день и на Дальнем Востоке огромное количество городов, которые пришли в запустение благодаря тем, кто сейчас сидит в правительстве, тем, кто сейчас сидит в Государственной Думе. Они принимали законы о треклятом, как оно называется, как оно называлось там? Оптимизация, вот, о треклятой оптимизации. С 2010-х годов она идет. Фельдшерские, акушерские пункты, аптеки закрываются. Не хватает людей, соответственно, не стоит там заниматься тем, чтобы тратить деньги на содержание отдельного врача, отдельного провизора, отдельного учителя. Учителям платят за каждого ребенка, точно так же, как и в остальных организациях. Есть человек, есть оплата, нет человека, нет оплаты. И в этой статье, и в том числе говорится, вот нужно разгрузить Санкт-Петербург, нужно разгрузить Москву. Вы какими данными живете, если в Краснодарском крае уже идет класс «Ü»? Представьте, где скапливается население. И именно они, власть имущие, создали эту ситуацию оттока населения. Я приведу простой пример, который Виктор Николаевич, наш первый секретарь, говорит постоянно. В советской Арктике, Якутии, в арктической зоне, проживало порядка 200 тысяч человек. Сейчас, если собрать по всей арктической зоне Республики Саха-Якутия, соберется 100, наверное, 1060, даже до 100 не доходит. Вот 60 тысяч человек там обитает. Это включая все 13, наверное, правда, всех арктических районов. Вот. И при том, при всем, говорим о развитии, о постройке новых городов. Тикси, там есть вполне себе еще нормальные дома. Пятиэтажки, шестиэтажки, многоэтажки, которые просто-напросто разобраны, стоят без окон и без дверей. Поставьте окна, поставьте двери, завезите людей, протяните новые коммуникации. Советское качество еще простоит столько же лет. До того, как вы построите новые дома. Мы этого даже не сможем на сегодняшний день сделать. О каких 3-5 городах идет речь? По 300 тысяч по 1 миллиону. Кто согласится туда ехать? А учитывая то, что у нас еще
проектная экономика. Проектная. Когда под конкретный проект выделяются деньги. Представьте. «Зенит-Арена» обошелся по деньгам в одну сумму, по проектным деньгам, а по факту обошелся в другую. Это будет колоссальный распил. 3 города по 300 тысяч жителей, по минимуму возьмем. Представьте, какие это деньги на строительство, какие-то колоссальные средства. Я думаю, дай бог, конечно, здоровья этим людям, которые делают такие интересные идеи, они даже не увидят того, как эти города будут построены. Это будет что-то вроде Эхнатона, который после смерти Атона сразу пришел в запустение, и его похоронили пески. Но в этом случае эти города, скорее всего, поглотит тайга. Очень много деревень не стало, просто-напросто, в нашей стране. О чем речь? А почему мы хотим строить новое, если мы не можем даже возродить старое? Как там в интернете ходит про внучку Брежнева, которая возмутилась о том, что вы даже не можете покрасить то, что построил мой дед. Вы, по крайней мере, хотя бы покрасьте то, что раньше было построено. Приведите в порядок, сделайте, наконец-то, капитальный ремонт жилищного фонда или переселите, а потом уже задумывайтесь о том, что делать ли огромные города на Сибири и Дальнем Востоке. Нью-Васюки какие-то проекты. Спасибо вам большое, уважаемые подписчики. С вами был Андрей Данилов со своим субъективным мнением. Комментарии, лайки, дизлайки. Подписывайтесь на наш канал.